Ассаламу алейкум всем. Это Берт Азиев. Очередная трансляция на тему дизайна мобильной версии сайта интернет, которую мы начинали в прошлом выпуске. Сегодня я постараюсь меньше говорить и больше делать, потому что разработчики, как вы видели уже по прошлой трансляции Ибрагима, уже скоро заканчивают доступную версию, им нужно будет приступать, поэтому мне нужно поспешить. И поехали. На чем мы тогда остановились? В общем, я не показал свой экран, извиняюсь. Вот мой экран. Показываю свой экран. Такс, все. Зрители есть? Нет, отлично, можно ехать. В общем, мы остановились в прошлый раз на главной странице. Мы сделали, я показал, как делать блоки с помощью автофреймов, и сегодня мы продолжим это делать. В общем, я делал шапку. Сейчас, перед тем, как начать трансляцию, я подумал еще и решил, что мы не будем добавлять специалистов в шапку, потому что нам нужно еще, мы забыли добавить сюда, в этом месте нам надо добавить иконку бургера, то есть это меню выезжающее. И если мы это сделаем, то у нас здесь слишком плотно, уже воздуха нет, и нужно от чего-то избавляться. Что менее важно, специалисты, к разделу специалистов мы не будем так часто обращаться, потому что мы туда идем по мере необходимости. А это бывает очень нечасто. В общем, поэтому мы это берем в меню, оставим поиск, нотификации, профайл. Ну, в общем, давайте тогда поехали. Что я делаю? Я делаю в первую очередь иконку для бургера. Так, размеры иконок у нас 20 на 20. Рисую иконку для бургера. Как я уже говорил, желательно всегда рисовать иконки самому, потому что если набить руку, то бывает намного проще нарисовать иконку, проще и быстрее нарисовать иконку, чем искать ее где-то, и лучше. Делаем фрейм, засунули вот этого фрейм. Вот можно делать вот так, вот так. 4 на 4, 2 на 2. Так, здесь делаем scale, чтобы растягивалась иконка. Угу. Так, делаем из этого компонент. Сделали, копируем и вставляем в свою шапку. Так, вот наша иконка. В принципе, нормально. Можно сделать что-то более стильное. Например, вот эту нижнюю сделать вот так. Вот так. Да, так лучше. 17. Где почему-то у нас выпал. Ой. Так. Так, я его выровнял посередине, но визуально он
немножко приподнят. Можно его чуть-чуть опустить на 1 пиксель. Сделаем отступ от меню 20. Это нормально. Выбираем отсюда специалистов. Это возвращаем сюда. Здесь можно чуть увеличить отступ, чтобы легче было попасть. Все, отлично. Так, я сейчас подумал, может, эту иконку сделать 2-пиксельной, потому что это важное меню. Важно, чтобы меню было видно. Да, вот так лучше. Так лучше. Так, дальше, едем дальше. Теперь наша задача, куда-нибудь нам нужно деть вот это все. Я вот подумал и решил, что подкасты, теги, футер мы вынесем в выезжающее меню. А вот популярные новые – это важные пункты, важные разделы, которые должны быть доступны сразу. Поэтому мы их разместим здесь в виде табов. Спускаем вот это. Такс. Выделяем, копируем, вставляем сюда. В последнее время что-то, когда я подключаю второй монитор 4К, у меня ноутбук почему-то начинает немножко виснуть. Раньше такого не было. Это очень неудобно. Не получается совершать какие-то резкие движения. Иконки лучше мы уберем. Почему? Я сейчас скажу. Потому что, я думаю, нам нужно еще разместить куда-то вот эту колонку с комментариями. Куда-то ее надо деть. Можно сделать так, чтобы когда ты кликаешь, она выезжала с правой стороны налево. Поэтому, в принципе, можно это меню добавить сюда же, наряду. И здесь оно у нас называется «Активность». Так и назовем. Так. Эти фреймы надо разгруппировать. Нам они здесь не нужны, здесь не нужны. Это удаляем, пишем «Активность». В активность. Так, чтобы теперь очевидно было, какой из них пункт активный, мы перетащим этот блок сюда. Нажмем под текстом. Пишет в комментариях, все, инет вырубили. Адам пишет, интересно, у кого? У меня, что ли? Ну, это будет интересно. Там на улице гром гремит. Я перед подкастом успел выбежать и закрыть окна в машине. Чуть не забыл про них. Так, из этого делаем автофрейм. Какие у нас здесь отступы? 10. 10. Пусть будет здесь 15. Так, здесь будет 15. А здесь будет уже 15 плюс 15, 30.
Почему 30? Потому что если когда мы кликаем сюда, то этот блок должен переехать сюда. И он вот так здесь на середине остановится. И чтобы вот этот текст, он всегда на своем месте оставался и не скакал туда-сюда, нужно вот так, такие расстояния учесть. Так, здесь 20. Ага. В общем, у нас есть блок популярный. Мне кажется, надо сделать его немножко пониже. Посмотрим, какая высота у кнопки. 4. Здесь у нас 40. Давайте сделаем меньше. Слишком высокая кнопка получилась. 8. Так, ну. Два человека меня смотрят. Ура! 23. Вот, поднимаем все обратно. 20. В принципе, можно сверху чуть-чуть больше сделать отступ. Это потому, что сказать, что вот эти менюшки, они относятся к нижнему контенту, а не к шапке. Надо ее немножко отделить от шапки. Вот. Отделили. Так, дальше едем. Дальше. В карточках у нас на прошлом стриме мы думали, что делать с заголовками, оставить их как есть или уменьшить. Я сейчас подумал, что лучше все-таки, хоть и проект небольшой, я ленился это делать, но лучше сделать нормальную типографику. Вынесем все заголовки, которые у нас есть. Допустим, 1, чтобы их лучше было видно, можно их заключить во фрейм. Фрейму зададим цвет. Так, вот один заголовок. Текст. Где у нас еще? Это сколько? Это 13. Это не то. Где у нас еще заголовки? Вот еще заголовок. Самый большой, наверное. Текст. Это 42. Здесь 36. Выносим 36. Здесь 36. Не нужно уносить. Так, есть ли у нас еще 16? Здесь 16. 36. 16. Ага. Точно надо еще раз посмотреть все. Вот. Вот он потерялся, собака. Вот еще заголовок. Так, выносим его сюда. Итого у нас получается 4 заголовка. Размещаем их. Вот так, 24. 24. Нет, у нас 3 заголовка получается. Вот эти 3 заголовка. Пишем нормально, чтобы цивильно. Так. Эти 3 заголовка, они работают
36. Почему 36? Я скопировал стиль, блин. Отсюда обратно копируем стиль. Вставляем сюда. Это заголовки десктопной версии. Так, здесь, если посмотреть, я открывал этот дизайн на телефоне, и мне показалось, что этот заголовок слишком такой большеватый, и есть смысл его уменьшить. Но если уменьшать в мобильной версии какой-то заголовок, желательно пропорционально уменьшить и остальные заголовки. Поэтому вот так продублируем, сделаем отдельные заголовки для мобильной версии. Здесь есть у нас 36. Так, сейчас посмотрим. Здесь у нас сколько? 24. 24. Сделаем не 24, а, к примеру, лучше это смотреть сразу здесь. Сделаем 20. Сделаем межстрочно, если уже shift размер кегля меньше, тогда и отступы межстрочный интервал тоже нужно уменьшить. Сделаем 24. Вот видите, я сделал эти фреймы, и как теперь удобно. Я меняю межстрочный интервал, и вместе с этим все вместе подтягивается автоматически. Теперь мне не нужно каждый раз, если бы я этого не делал, если бы я здесь уменьшил отступы, тогда мне пришлось бы вручную подгонять сюда вверх, подтягивать все остальное. Это очень муторно. Поэтому автофреймы – это сила. Так, что у нас с размером? Наверное, слишком маленький. Лучше давайте 22. 22. 22, а здесь 26. О, супер. 22 и 26. Можно прямо отсюда скопировать стиль и вставить все сюда. Скопировали. Получилось 22. Теперь дальше будем уменьшать все остальное. Если сделать 28, нормально будет. И здесь сделать... Так, заголовок 1 в вебе, где у нас встречается? Здесь. Здесь он встречается. И в мобильной версии нужно сделаем просто копию фрейма. Удалим это все, чтобы посмотреть, как будет выглядеть самый большой заголовок на мобильном экране. Пусть это будет не так, а вот так. Алейкум ассалам. Всем, кто смотрит, пользуясь случаем, передаю всем привет. Особенно Джабраилу за 5-м столиком. Так. Слишком большой размер. Делаем 28. Тридцать. Здесь делаем... Если ставите размер кегля, то межстрочный интервал, он обычно бывает чуть больше. 8,36. В принципе, нормально. Вот так, заготовка. Сюда мы копируем стиль, вставляем. Получилось 30, самый большой. Самый маленький 22. Средний получится у нас 24, наверное.
тогда проблемка у нас появляется. У нас слишком небольшой контраст между этими заголовками. Вот эти два, особенно заголовка, они похожи. Потому что поэтому нужно немножко увеличить контраст путем изменения размеров в меньшую или в большую сторону. Давайте тогда все-таки сделаем 20. Все. И здесь мы сделаем 20. Все. Четко. Классно. Восхитительно. Текст. Мы не сохраняли свои заголовки, и лучше это сделать сейчас, пока не поздно. Для веба здесь мы сохраняем. Подождите, это что? Это у меня библиотеки подгружаются из других проектов. Добавляем H1 desktop. Desktop. Is desktop. Почему он подсвечивает? Desktop. Мика, как пишется desktop? Почему он подсвечивает? Почему он подсвечен? Ну ладно, не будем на этом тормозить. Так, дальше идем. H2 desktop и H3 desktop. Здесь у нас будет H1 mobile. H2 mobile. Сейчас, вот смотри, Мися здесь есть. Он смотрит, что ли? Блин. Так, где? Так, что ли? Ставь. Я всю жизнь не знал этого. Так, меняем. Программисты нас ждут, надо быстрее. Так, H1 mobile, H2 mobile and H3 mobile. Все, теперь применим эти заголовки, которые мы создали. Допустим, здесь у нас что это было? H2. Нет, это было H3. Почему у меня не скачут? Потому что я line height, видимо, неправильно задал. Угу. Да, я задал неправильный line height. Ctrl-C. H3 desktop. Отлично. Все. Едем дальше. H3. Done. В общем, ладно, в вебе можно по ходу потом это все сделать. Применим это к мобильной версии, потому что мы сегодня делаем мобильную версию. H3 Mobile выбираем. И здесь тоже выбираем H3 Mobile. Все. Все четко. Классно. Когда тебе нравится то, что ты сделал, значит, ты уже не развиваешься, стоишь на месте.
Мне почему-то начинает уже нравиться то, что я делаю. Это тревожный знак. Так, ладно. Это можно вот так подтянуть. Вот проблемка очередная. Если прокрутить экран до конца, у нас здесь будет не очень красиво. Будет кнопка показать еще. Но это надо еще обсуждать с разработчиками. Может, мы вообще не будем делать эту кнопку, и чтобы бесконечно автоматически подгружалась. Поэтому мы это дело пока здесь оставим. Так, делаем выезжающее меню. Выезжающее меню. Нужно освободить место. Освобождаем место. Освобождаем место. Не то, блин, вот зависает экран. Очень удобно, я не знаю почему. Блин, что ж такое? Это, возможно, еще из-за того, что я скриншеринг делаю. Мой EVM не справляется. Так, все. Все, делаем выезжающее меню. Выезжающее меню. Так, вот это можно все удалить. Нам не нужно. Нет, не будем это удалять. Просто загруппируем и заблокируем. Вот это все тоже можно. Вот это тоже можно загруппировать и заблокировать. Так, выезжающее меню. Какое оно? Как я уже говорил, если в темной теме всегда верхний слой должен быть светлее нижнего. Поэтому выезжающее меню у нас должно быть, по идее, светлее всех. Как-то так, да. И сюда мы добавим кнопку бургер. То есть после открытия нам нужно, чтобы эта кнопка превратилась в крестик. Пойдем в иконки и сделаем еще новую иконку. Делаем detach instance. Ага. И вот так убираем одну палочку. Так. Это убираем. Делаем Ctrl-D. Одну штуку делаем вот так на 45 градусов. И вторую штуку вот так. Блин, вот у меня глазомер. Вот из-за того, что у нас привязка к пикселю, получается выровнять ровно посередине. Поэтому можно... И даже так не получается, блин. Тогда можно сделать еще проще. Просто берем перо, делаем вот так. И делаем вот так. Хоп-хоп, и все. Потом здесь в последнем обновлении они изменили вот этот раздел. Теперь я немножко теряюсь. То есть все. 2 пикселя. Нужно вот так сюда во фрейм засунуть. Хоп-хоп. Так, как по размеру? Может чуть больше делать. Чтобы одинакового веса они были. Нормально.
Не забываем возвращать Snap to Pixel Grid, потому что в проектировании интерфейсов это очень необходимо. Копируем эту иконку. А вообще, в принципе, можно переносить иконки по-другому. То есть мы идем в свой этот интерфейс, пришли сюда, потом нажимаем Assets, ищем свою иконку здесь, где мы ее создавали, просто вот так перетаскиваем сюда. Это удобно. Так. 20, 16, 17. Вот так. Теперь что мы делаем? Теперь нам нужно перенести свое меню туда. Поскольку места у нас мало. Копируем, переносим сюда меню. Разгруппируем ее, убираем вот эту штуку. Так. Что у нас тут? 40. Переносим сюда. Угу. Нужно перенести раздел специалиста еще сюда. Возможно, у нас в будущем будет не только раздел специалиста, а может еще какой-то появится. Сейчас, в данный момент, он здесь смотрится как-то одиноко. Не хватает. Ну, это не выглядит сейчас как меню, просто какое-то оторванное от просто один пункт меню. Еще мне не нравится, что у нас вот этот цвет слишком яркий, слишком светлый. Где мы его использовали? Мы его использовали здесь. Я предлагаю его чуть-чуть сделать темнее. Чуть-чуть. Хотя бы так. Смотрим. О, нормально. Так. Вот можно сюда засунуть. Сетки. В принципе, в таких местах можно немножко от сетки отойти, потому что читается поп-ап, и внутри здесь мы видим, что у нас достаточно пространства, и нет такой необходимости так сильно прижимать этот контент сюда. Можно сделать отступ 25 пикселей, а даже 30. Вот эта линия. Но все равно мне не нравится, что это слишком светло. Давайте отдельно вот этот блок сделаем темнее. Либо выберем блок 1. Тогда это не выглядит как поп-ап. Выберем. О! Классно. Вот эту линию можно сделать вот так светлее, чтобы ее было видно. Ага, так. Вот поднимаем наверх. Так, что мы еще упустили? Все ли мы добавили?
Я думаю, добавили все. Вот это есть. Вот этот блок мы добавим в другом окне. Пусть будет пока так. Так, с этим покончено. Идем дальше. Делаем окно активности, чтобы когда ты нажимаешь активность. Так, проблему. Сейчас я только понял, какая проблема. Поскольку у нас активность находится в одном ряду со страницами, вот это, по сути, это новые страницы. Ты нажимаешь, и обновляется вся страница, и появляется другая страница. А активность у нас просто окно, поп-ап. И если оно будет выезжать, это будет неправильно, потому что здесь семантически какое-то нарушение идет. Если это в одной группе, это должно быть одного типа. Поэтому что мы делаем? Мы делаем это не в виде окна, а в виде страницы. По сути, это будет окно, но визуально для пользователя это будет как просто страница. Ты нажимаешь, открывается снизу, как таб. Поэтому делаем вот так. Убираем это все. И берем вот это вот все берем и копируем сюда. Комментарий дня. Нужен он нам или нет? Вот в чем вопрос. Так, комментарий дня, нужен он нам или нет? Все скажут нужен. Поэтому оставим его здесь. Ставим. Здесь у меня нету такой свободы в действиях, потому что это все-таки не мобильное приложение, а адаптивная версия сайта. И разработчики, им будет очень сложно, если я буду как-то менять структуру страницы, менять место расположения всех этих вещей. Поэтому стараемся сохранять все на своих местах, чтобы облегчить жизнь разработчикам. Функция активность спрашивают у меня. А что за функция активность, интересно? Функция активности. Это не функция, это активность. Это последние комментарии на сайте. Они отображаются в этой колонке. И будучи на главной странице, ты можешь видеть, какие комментарии оставляют пользователи, в каких статьях. Можешь зайти и посмотреть. В мобильной версии мы эту колонку перенесем сюда. Ты кликаешь, и снизу подгружаются вот эти комментарии. Можно выровнять все по сетке. Выделяем все линии. Вот по-хорошему нужно было вот эти все блоки тоже делать автофреймом, чтобы не приходилось вот так каждую штуку выделять. И компонентами тоже. Так, слева отступ оставил. Это рутина самая неинтересная, когда тебе приходится
много кликать, выделять. Одно и то же, одни и те же действия выполнять. А особенно это неинтересно зрителям, которые смотрят. Это очень скучно. Так. Что у нас отступом 25? Нужно 20 сделать. Показывали в мобильной, тем более в мобильной версии таких подсказок не может быть, потому что у нас нету ховера. У нас есть только клик. Но что мы можем? Мы можем оставить клик, хотя здесь это не получится, потому что у нас и вот это кликабельно. И чтобы попасть на эту иконку, это надо будет очень постараться, поэтому лучше убрать вообще это действие. Мы же забыли для активности сделать активность. То есть сделать это меню активным. Мы берем радиус 4. Так, что у нас тут? 8, 15. 8, 15. Так, можно раскрепировать. И здесь нужно сделать цвет. Здесь white, second white. А здесь цвет white, потому что это активный элемент. Почему у меня здесь... забыл сюда 15 добавить. Все четко. Все, теперь активность активная. Классно. Едем дальше. Так. Ну вот вкладку «Новое» показывать смысла нет, потому что это то же самое, что и основная лента. Это просто уже алгоритмами будет работа разработчиков. Так. Едем дальше. Что у нас дальше? У нас дальше нам нужно куда-то деть вот эту функцию «Доступен или недоступен». Мы ее переместим в выпадающее окно профиля. Также нам надо будет сделать поиск. Давайте сначала с поиска начнем. Вот это надо все отодвинуть. Валейкум ассалам, Рашид. Так. В принципе, можно с главной страницы делать что сюда. Чтобы эти состояния показывать, нам не нужно прямо всю страницу показывать. Давайте сделаем left top и сделаем 18, 812. 100. И теперь делаем, что у нас первое. Первое – это поиск. Кликаем на поиск, и нужно, чтобы где-то появилось ввод, где-то появился ввод для поиска. Я думаю, тут будет вот так. Убираем аватарку, убираем логотип. Так.
Выбираем Notification. Так, вот это сюда перемещаем. Делаем сюда вот эту штучку, курсор для набора текста. Она должен быть однопиксельный. И делаем кнопку отмена. Так, вот этот поиск можно сделать уже не таким ярким. Можно будет сделать даже вот таким. И кнопку отмена. Кнопка отмена где у нас? Кнопка отмена, вот X. И тут мы типа набираем текст. Дальше давайте покажем какой-нибудь текст. Я типа начинаю набирать. Применим ему 14. Посмотреть, какие у нас размеры наборных текстов. Кстати, у нас же здесь есть это уже. У нас даже есть здесь вот этот X. Мы не использовали не тот X, который нам нужен. А здесь вот этот поиск можно было бы сделать не таким ярким. Так. Какой здесь размер? 16. Копируем стиль. Так. Сюда мы добавляем. Кстати, иконки можно менять и здесь. Просто вот так поменял, и все. Стала другая иконка. Вот курсор можно сюда переместить. Теперь если сделать автофрейм и набирать текст, курсор будет перемещаться вместе с текстом. Так, здесь ниже нам нужно показывать вот такую штуку. Копируем это все. Это все, в принципе, можно удалить. Так что это нужно закинуть все на нашу страницу. Наши разработчики нам пожелания уже начали отправлять в комментарии. А можно на весь экран без аватарки слева? Хва, что ты имеешь в виду? Про какую аватарку ты слева? Я не совсем понял, что ты имеешь в виду. Подожду твой ответ и продолжу пока. Про StreamYard, блин, точно. Зачем я свой аватар показываю? Можно же вот так сделать. Ну, я даю. Ну, Берт. Так, сюда перекидываемся.
зря я, конечно, удалил снизу, потому что это будет поверху. Пока уровнем. Все. Эти расстояния можно оставить 30. Как я уже говорил, в попапе будем делать побольше. No problem. No problem. Это я хважу. Так. Так, возвращаем то, что у нас было под окном. Ай, блин. Из-за того, что все тормозит, я не попадаю мышкой туда, куда мне надо. Блокируем. Так, а снизу нужно, чтобы все затемненное было. Как здесь. Применим сюда и на шаг ниже. Так, четко. Четко. С поиском закончили. Дальше едем. Едем дальше. Берем. Опять же, копируем эту главную страницу. Скопировали. Так, делаем left top. Делаем ISO 12. И переносим сюда вот эту штуку. То есть наше меню профиля. Так. Его нужно будет сделать уже как-то по-другому. Это нужно заблокировать. Вот так разместить мы его уже не можем, потому что нам нужно сюда добавить еще вот такую штуку. Чтобы это сделать, что мы делаем? Мы делаем это окно на всю ширину, как и выпадающий поиск. Или не делаем. Или делаем. Так, смотрим, сколько нам нужно пространства для этого. В принципе, можно сделать вот так, с отступами. Вот так. Проблема, что у меня растягивается все. И вот эти штучки можно перенести. Так, хорошо это или нет? Это нехорошо. Все-таки надо делать на всю ширину. Избавляемся от этих штучек.
сам Сим спрашивает, а нельзя сделать так, чтобы оно было под бургер-меню? Это не совсем правильно. Почему? Потому что бургер-меню у нас не относится к профилю. Все, что у нас находится в бургер-меню, это не относится к профилю. Даже если ты не авторизируешься на сайте, то это у тебя будет в меню. А вот доступен, недоступен для работы – это именно то, что относится к твоему профилю, от твоей настройки. Поэтому по логике их надо размещать именно в профиль. Поэтому мы это переносим сюда. Так, сначала нужно, чтобы у тебя... Сначала идет имя, потом делаем имя разделительное. Посмотри, как будет еще выглядеть дизайн на 320 пикселей. О, ну, хваж, не надо. 375, Токио. 320 пикселей, если у тебя есть, покупай другой телефон. Это будет фишка главная фишка нашего сайта. Only for 375. Как Clubhouse. Only for iPhone. Сейчас он не только для iPhone. Так, немножко я здесь кое-что 15. У нас отступы здесь по 15 пикселей. А я сделал почему-то 20. С другой стороны, надо сделать больше еще, потому что это уже мобильная версия. И нужно 5 пальцев. Правильно. Можно зеленое лого доступен сделать не как переключатель, а вокруг аватарки типа диода. Ну, а как ты будешь его включать-выключать? Я понял, что ты имеешь в виду. Ты имеешь в виду, чтобы рядом с аватаркой было показано, ты доступен или нет. Но ты же должен как-то включить эту функцию, показать. И это раз. Во-вторых, ну, если ты имеешь в виду здесь, чтобы перед тем, как ты нажал, чтобы было видно, ты доступен или нет, то это очень хорошая идея, если ты это имеешь в виду. Потому что здесь на данном этапе, чтобы увидеть, ты доступен или нет, тебе нужно обязательно нажать на аватарку и потом увидеть это. Но еще проблема в том, что разработчики будут очень недовольны этой новой фишкой. Ставим это как хорошую идею, но потом будет... Не хочу, что еще как-то усложнять жизнь, чтобы наш сайт все-таки был завершен. Двадцать 25. Так, группируем. Берем вот эту штуку и перемещаем сюда. Пусть будет так.
Думаю, это нормально. Урейш Маньяхкович здесь у нас не помещался, а здесь помещается, поэтому надо дописать. Урейш Маньяхкович. Так. Едем дальше. Сделали, разобрались с шапкой вроде бы. Блин, мы же самое главное забыли. Мы же не разместили кнопку «Написать». Как мы без нее? Это же основа основ. Так, а куда мы ее будем добавлять? Тоже вопрос. Статьи. Так. Тоже вопрос. Давайте посмотрим референс. Не все же надо из головы всегда брать. Почему я не могу браузер перенести? Потому что у меня это во всем окне. Посмотрим референс, к примеру. К примеру. T-Journal. Что у них здесь? Где шапка? Вот она. Так, FreeGate унижать. Как это открепить? Удалить. Блин, Dialog. Делаем мобильную версию. И смотрим, куда они дели. Dialog. Удалить исход. Блин, целое дело. Вы смотрите стрим, как отключить FreeGate в браузере. Так, ладно. Блин, я же не зарегистрирован. Зайдем через Google. Пусть так. Все, смотрим. Та-дам! Здесь нету нигде кнопки написать. А где она? Новая запись. В принципе, логично, да. В принципе, логично. Или нелогично? Нет, нелогично, потому что, опять-таки, это функция твоего профиля. Это должно быть здесь. Это должно быть. Почему? Вот я, как обычный пользователь, я первый раз смотрю, хочу увидеть эту кнопку, я сразу нажал. У меня по логике это должно было быть здесь. Я ожидал, что она будет здесь, а не здесь. Поэтому давайте добавим ее. Может быть, потом я немножко... Вот для таких вещей иногда требуется время, чтобы посидеть там с чаечком, подумать, пораскинуть мозгами, посмотреть разные паттерны разных подобных сайтов и уже решить. А сейчас мы просто временно добавим эту кнопку куда-нибудь в этом окне. Потом, когда я отключусь от трансляции, я за чашкой чая подумаю. Так, написать. Куда же я? Везде она не на своем месте. Профиль в первую очередь.
Дальше. Написать. Так, оставим. Здесь это мне уже не нужна. Или нужна? Все. Забыли про эту кнопку, потом я еще подумал про нее. Дальше, что у нас идет дальше? Поиск. Давайте сделаем еще одну страницу и отложим оставшуюся часть на третий стрим. Я надеюсь, мы еще одним стримом закончим мобильную версию. Сделаем страницу статьи. Добавляем это сюда. Ну и по-хорошему надо будет делать какие-то разные состояния. Допустим, когда пользователь не авторизован, что здесь должно быть какие-то состояния ошибок и так далее. Ну, это в идеале. Но это наши разработчики и сами могут сделать без меня. Потому что они и как разработчики хорошие, и как дизайнеры у них есть хорошее видение, особенно у Хважа. Хваж у нас, и, можно сказать, и дизайнер хороший. Так, смотрим. Рядом вот это расположим, чтобы было удобно смотреть, думать. Так, первое, что у нас тут есть, это автор. Переносим его сюда. Он слишком большой, я думаю. Хотя 16 пикселей. Сделаем его. Здесь поменяем на 14 пикселей. Здесь вот. Делаем 0. И вот так делаем меньше. Так. Почему я это в маске делал? Я это делал очень давно. Двадцать пять. Так. Заголовок. Мы уже сделали свои заголовки H1 для мобильной версии. Вот 15. Не хватает вот дешево. Здесь.
Так, переносим вот эти штуки. Заблокируем слой. Перенесли. Переносим лид. Лид называется журналистики, предисловие называется лид. У нас 20 слишком большое здесь. Делать 18, а здесь 26. Так, дальше идет картинка. Важно сохранить пропорцию картинки. Уменьшаем ее пропорционально вот так. Все, вот так отступы делаем. Здесь можно сделать 25, потому что это как отдельный объект, отдельная группа. Подпись. Что-то у нас 180. Лучше. Они были целые. Так. Для оттенки можно еще увеличить. Лучше делаем 30. Параграфы. Здесь у нас 30. Параграф тоже слишком большой, сделаем 18. А здесь делаем 18, 26, 18, 26. Вот так. Сейчас приятно читать. Прям таки хочется все это прочитать. Опс, вернул с разговора. Так, опять у нас 180, 178, 178 просто. 15. Первый стиль. Мы задали уже H2 Mobile. Здесь можно
можно делать 20. Скопируем стиль, ставим меньше. Надо увеличить эту страницу. Дальше у нас идет цитата. Копируем цитату. Так как у нас здесь блок цитаты, есть смысл его растянуть на всю ширину. Растягиваем это на всю ширину. Размер цитаты тоже нужно уменьшить. И здесь надо делать 26. Все. Здесь все. А не все. Вот эту штуку надо сделать чуть меньше. Она здесь не нужна такая большая. Вот, стоп, меньше. 20. Здесь. Все, больше. Меньше. Так, а что у нас по времени? Сколько мы уже в эфире? Мы в эфире уже больше часа, я думаю. Да, наверное, мы закончим все-таки до комментариев сделаем, и комментарии уже на следующий эфир перенесем. Что уже вы, наверное, устали. Вот это все сейчас идет рутина. Это самая скучная часть работы, если спросить у меня. Штуки. $40. Так, ну и нужно куда-то деть вот это. Потому что у нас в мобильной версии нет возможности оставлять этот блок на экране, когда мы скроллим. Нужно его перенести в самый низ. По логике человек может поставить лайк не в самом начале статьи, а в конце, после того, как он ее прочитал, оценил и поставил лайк. Так. Так, как это сделать лучше? Вот так поднять это вниз, а это вверх. Это сюда. Нет, это сюда. Нет, даже не так. Даже не так. У нас же есть лайки, дизлайки здесь. Просто возьмем вот эти лайки, дизлайки. В таком же виде их перенесем сюда. Четко.
Там кнопку «Поделиться» сюда. А сколько вы в дизайне, интересно, рассказываете? Я в дизайне... Вообще, я в вебе очень давно, может быть, с 2008-2009, может, еще раньше. Но именно конкретно направление дизайна я начал осваивать лет 4, может быть, назад, 5 назад. Уже серьезно. До этого я занимался всем, и там версткой, и там пытался на PHP что-то кодить, и тратил время на всякие движки. Это болото, никому никогда не советую заниматься обучением, становиться программистом через всякие движки, через какие-то штуки, которые за тебя все делают. Wine 1. Вот этот блок, он так же, как и в вебе, если нажимаем на «Поделиться», он будет раскрываться. Единственное, вот эти расстояния нужно увеличить, потому что надо попадать пальцем. Сделаем больше. Так. И сделаем вот эту штуку. Перенесем сюда. По центру. Так, ну, в принципе, все. Вот здесь вот этот блок комментариев, он сложный, с этим надо долго возиться, поэтому я предлагаю его перенести на следующий стрим. Там посмотрим, что мы успеем. А на этом, наверное, все на сегодня. Всем спасибо, что дослушали до конца. Ассаламу алейкум, до следующего стрима.